Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и вашего мужчину, на ваши отношения, что происходит сейчас и что будет в ваших отношениях в будущем. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и на своего любимого человека, и давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу большие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вся сила. Интересно, как-то очень много людей либо вовлечены в ваши отношения, либо интересуются вашими отношениями. Как-то всем есть дело, все хотят влезть, какие-то свои 5 копеек засунуть. Очень много людей. Это неправильно, так быть не должно. Вот все проблемы, которые у вас возникают в паре, какими бы они ни были, споры, ссоры, негодование, да, там легкое и тяжелое, это все от людей к вам идет. Кто-то что-то кому-то говорит, кто-то гласит, кто-то пытается навязать свою помощь, кто-то пытается вам на что-то раскрыть глаза, либо вашему любимому человеку. Отсюда у нас выходят какие-то неприятные моменты, которые вы приносите к друг другу, да, и начинаете там что-то выяснять, прояснять. Я вижу, что и вы, и мужчина заинтересованы, вдвоем обоюдно заинтересованы над тем, чтобы работать и ваши отношения выстраивать. То есть расходиться, разбегаться, разводиться вы не хотите. Вот если вот честно спросить, да, ваше сердце, вашу душу, и также спросить мужчину, однозначно, ни он, ни вы не хотите терять друг друга. Любовь ли это, какая-то привязка очень сильная, дружба, это уже другой вопрос. Но то, что вы в друг друге заинтересованы, то, что вы видите будущее с друг другом, это однозначно. Вы молодцы, вы работаете, вы стараетесь, но вокруг вас слишком много людей, которые лезут, без спроса лезут. Надо как-то защиту выставлять. Защиту поменьше говорить о том, что происходит в ваших отношениях, чтобы вы меньше говорили, чтобы мужчина меньше говорил. И все решайте с друг другом. Тогда ваши отношения улучшатся, качество ваших отношений улучшится. Вам будет легче друг друга понимать, меньше будет этих горе-советчиков. Никто уже не сможет ни влезть, ни разрушить, ни нарушить ваш общий покой. Смотрите, у мужчины на жизнь очень серьезные планы. Ему хочется чего-то добиться. Вот кого-то мужчина мечтает то ли о строительстве дома, то ли о покупке квартиры. То есть он настроен на то, чтобы создавать гнездышко, на то, чтобы это гнездышко разделить с вами. Вы его вполне устраиваете, даже не вполне, а очень даже устраиваете. Вот как женщина, как хозяйка, как мама, как жена, да, вот как спутница жизни. То есть выбор его остановился на вас. Вот по всем критериям вы ему подошли. И на вот этих вот критериях, да, уже родилась и симпатия, и любовь, и вот эта привязанность. Что касается вас, вы мужчину скорее не всегда понимаете, не понимаете, что он там думает, чем он там думает, да, как он что видит, представляет. У вас какой-то разный взгляд, подход к жизни. Вы очень земная, вы практичная, вы рациональная, даже в какой-то момент прагматичная. То есть у вас вот прям такая хватка к жизни. То есть если что-то не получается, вы сидеть и плакать не будете, значит, попробуйте по-другому, попробуйте еще раз, пока своего не добьетесь, вы не отступите. Такая сильная личность. У мужчины немножко по-другому работает. Мужчина очень тяжело переносит свои неудачи, какие-то разочарования, переживания, они все у него такие шрамы, да, в душе оставляют. И чем больше у него этих шрамов, тем сложнее ему каждый раз там браться за новую ситуацию, либо за новое дело. Он очень нуждается в вашей поддержке. Ему очень хочется, чтобы вы в него верили, чтобы вы
знаете, как надеялись, наверное, на него, как-то даже поддерживали, возможно, там, словами, делами, может быть, поддерживали. Ему хочется вам рассказывать все, но он этого не делает по одной простой причине. Он боится, что вы будете его критиковать. То есть он понимает, что ваш IQ, он так повыше, чем его. Ну, есть у вас такая особенность, да, вы такой вот и тактик, и стратег. Но если ваш мужчина тактик, да, то у вас уже, видите, и стратегия тоже появляется. Понимает он, что он до вас не дотягивает, понимает, что вы можете действительно вот как-то очень метко сказать, но вроде как правду сказала, а ему что-то прям обидно становится. Вот, может быть, вам по-другому как-то доносить до него свои мысли, либо строить таким образом разговор, чтобы, ну, например, да, наводящие вопросы задавать, чтобы он типа сам догадался. Ну, всем понятно будет, да, что произошло, но, по крайней мере, ему будет не обидно. Так, сейчас у вас какая-то прям притирка, наверное, происходит. Неспокойное время, кто-то переживает очень сильно, что, ну вот, все медленно, какого-то особого динамизма, развития нет. Кажется, что топчетесь на одном месте. Вот у женщины очень много претензий к мужчине, что он ну, тормозит, да, ну, такой ручной тормоз. Тормозит и не проявляет себя тем образом, как вы хотели. А у мужчины, наоборот, к вам претензия, что вы слишком спешите по жизни. Вот такая села в колесницу и помчала, а он там бежит за вами, бедненький, спотыкается, догнать не может. Вот, вам тут нужно как-то усредниться, договориться и друг друга все-таки балансировать, да, дополнять, балансировать. Это очень важно. Между вами любовь, и ваша любовь, она будет еще больше разгораться, разрастаться, уплотняться. Понимаете, вот главный, да, главный рисунок — это все-таки у нас женщина, мужчина, мост. И вот она чаша. Мои хорошие, вот у вас от этого мужчины должно быть двое деток. Двое. Либо у вас уже эти детки есть, либо у вас эти детки еще будут впереди, да, в будущем. Но вот эти двое деток вам обещаны. Возможно, у вас еще могут быть дети от этого мужчины, но это уже на отдаленную перспективу. Вот на сегодняшний день, как высшие силы вас показали, то есть все-таки две чашечки у нас выходят. От большой чаши, да, две маленькие чашечки появляются. Вот, так что, в принципе, высшие силы говорят, ну, даем добро, это хорошо, хорошая пара, хорошие люди. Друг другу они нужны, важны. Мало того, вас, скорее всего, в пару как-то вот свели странным образом, да, какая-то случайность вашего там знакомства, либо там симпатии между вами. Вот как-то вас столкнули, причем, может быть, несколько раз, да, чтобы вы вот убедились, что вы друг для друга созданы. Вот у вас есть. Будущее есть, и будущее очень даже неплохое. Вам нужно время на то, чтобы, ну, скажем так, научиться с друг другом договариваться. Сколько времени, я не могу сказать. Кому-то и года хватит, а кому-то и 10 лет мало. Это все будет зависеть от ваших обоюдных желаний. Но женщина тут все-таки, видите, она как берегиня идет. То есть женщина тут заправляет. Хоть внешне, возможно, кажется и по-другому. Значит, девчонки, что я хочу вам сказать. У вас, именно у вас, у девочек, где-то вот, ну, может быть, в ближайшее время, может быть, вы уже познакомились, идет очень интересный мужчина, он идет как соблазн. То есть, может быть, кто-то вам другой понравится. Или такая симпатия у вас возникнет, и даже, возможно, желание с тем другим человеком быть вместе. То есть вы еще будете думать, выбирать. То есть вам дают альтернативу. То есть женщина выбирает, с кем она будет и как она будет выстраивать свою жизнь. У мужчины, у вашего, почему-то идет привязка то ли к друзьям, то ли к родителям. Вот эти люди очень сильно влияют и будут влиять всегда. Вот пока будет доступ открытый до вашего мужчины, то они будут влиять. А здесь как рекомендация для вас на укрепление вашего союза, вашей семьи, так это лучше жить где-нибудь подальше, чтобы не было этого колоссального давления и влияния. Особенно, что касается родителей. Понятно, что родителей нужно любить и уважать, и почитать. И да, часто так бывает, что родители помогают своим детям. Но именно вот конкретно
родители мужчины, они, ну, у них какие-то свои взгляды, да, я не хочу говорить там плохо, я не хочу какую-то грязь разводить, но они влияют, и влияют очень конкретно. Если, например, ваши родители желают вам счастья, то его родители скорее желают в первую очередь счастья себе, да, чтобы, ну, типа, мы спокойные были, там, сын рядом, там, шаговой доступности и прочее, прочее. Вот. А потом уже желают счастья своему сыну. Так иногда тоже бывает. Вот. Так что здесь нужно про это подумать. Дадут ли они вам расслабиться? Ну, я думаю, что нет. А жить в постоянном напряжении, ну, это ж не жизнь. Это же как вулкан, понимаете? Вот. То же самое друзья могут быть такие, там, закадычные, не знаю, там, школьные, университетские, какие-то коллеги, с кем он периодически куда-то, например, там ходит, они его там вызванивают, там, а пошли, а поехали, там, рыбалка, сауна, футбол и прочее, прочее. Как-то нужно его изолировать. Ну, тут два человечка выходит. От этих двоих нужно изолировать. Либо родители, получаются, либо друзья. Вот очень большое влияние оказывают. Смотрите даже, да, с его стороны два человека идут с палками, да, типа они мешают. А с вашей стороны наоборот. Сначала идут люди, а потом уже идет опора. То есть, ну, разные, да, вот родители, там, друзья у вас разные. Если ваши подружки там поддерживают, советуют, помогают, то его друзья, наоборот, могут хаять, ругать там, и бросать тень на вас, например, либо на ваши отношения. Будущее у вас есть, и будущее ваше хорошее. Знаете, вот со стороны мужчины идет собачка, а с вашей стороны идет лилия на будущее. Ну вот видите, да, с его стороны собачка такая на длинных лапках, а с вашей стороны вот такая прекрасная лилия. То есть если вы с этим мужчиной останетесь, если вы, ну вот здесь выбор в сторону мужчины, которого вы загадали, сделаете, да, то вы вместе остаетесь. И от этого союза, да, тут детишки пойдут, тут длинная жизнь совместная пойдет. Мужчина со временем станет хорошим другом вам, не только мужем, там, любимым, но и хорошим другом, доверенным другом. Вот. А вы, мои девочки, вот благодаря этому мужчине очень сильно расцветете. Добьетесь чего-то, может быть, бизнес свой организуете, может, позиция жизненная у вас такая усиленная будет, карьеру, например, сделаете. То есть вот так вот вам больше будет дано, чем, например, мужчине. Вот именно в этом союзе. Но, честно скажу, здесь вот такой союз – это постоянные попытки договориться, пойти на уступки, друг друга поддержать, да, с чем-то смириться, на что-то согласиться. То есть это не только вы должны так поступать, но и мужчина должен так поступать. Но мужчина всегда будет зеркалить вас. То есть получается, что вся инициатива должна исходить от вас. Первые шаги вы всегда должны делать. Ну, такой вот он у вас немножечко нерешительный, может быть, трусливенький. Ну, каждому свое, да, все мы разные. Тут уж судить за это я не буду. Так, мои хорошие, ну, я вам, в принципе, рассказала, советы дала. Пара перспективная, но нужно избавиться от вот этих всех людей, которые лезут к вам, без спросу лезут в ваши отношения, ну, прям интересуются, знаете, обсуждают, там разговоры какие-то идут. То, что вы делаете сейчас, пытаетесь построить свое будущее, вы молодцы, продолжайте, но вам желательно все-таки куда-то съехать, переехать так подальше от того круга, кто сейчас рядом с вами находится, для того, чтобы ваши отношения все-таки укреплялись, а не разрушались. Ну и по поводу того, кто идет новенький в вашу жизнь, ну, выбирайте, думайте. Но я думаю, что вы не примете. Даже если у вас там страсти-мордасти пойдут, все-таки этот мужчина вам ближе. Особенно если вы в браке находитесь. То есть вы же женщина порядочная. И все-таки любите вот этого. Да, каким бы он противным ни был, все равно вы любите. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.